Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии Алексея Двинянина. В рамках мероприятия были обсуждены российско-абхазские отношения, борьба с коронавирусом, снятие ограничений, введенных из-за пандемии, и празднование 75-й годовщины Победы и Дня России. Все подробности в репортаже наших корреспондентов. Открывая пресс-конференцию, Алексей Двинянин отметил значение таких праздников, как День России и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также подчеркнул, что большая часть мероприятий в этом году пройдет в онлайн-пространстве. 12 июня, как считает весь российский народ, это прежде всего праздник новой, возрожденной и сильной России. Сегодня можно констатировать, что наша страна является активным глобальным игроком. Мы твердо отстаиваем свои интересы и интересы наших союзников, к которым, безусловно, относится и Республика Абхазия. Большинство мероприятий, посвященных этому празднику, мы совместно с коллегами из представительства Россотрудничества и других российских организаций, представленных в Абхазии, а также наших абхазских друзей и коллег, собираемся проводить в онлайн-пространстве. Представитель Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха рассказал о проектах, уже реализованных, а также запланированных мероприятиях на 24 июня. Именно в этот день в Москве состоится парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представительство Россотрудничества при поддержке посольства Российской Федерации проводит множество мероприятий и реализует некоторые проекты, направленные на обеспечение празднования и Дня России, и празднования 75-летия Победы, которое будет продолжаться в течение всего года. В силу как специфики противоэпидемических мероприятий, так и в силу того, что этот праздник многогранен. 24 июня мы проведем обязательно акцию, приуроченную к Параду Победы, а 26-го к акции «Бессмертный полк». Касаясь вопроса двустороннего сотрудничества, российский посол дал высокую оценку совместной работе с МИД Абхазии. Алексей Двинянин также подчеркнул, что Россия оказывает серьезное содействие республике в продвижении ее международного признания. Еще одним пунктом выступления стало снятие некоторых ограничений с российской стороны по пересечению государственной границы. Теперь въезжать в Россию могут лица, следующие на лечение. Однократный въезд и выезд разрешен также тем, кто едет к больным, близким родственникам, нуждающимся в уходе. Кроме того, однократно выехать из России граждане могут для воссоединения с семьей. Я перечислил лишь начало тех послаблений. По мере победы над коронавирусом, естественно, они будут полностью сниматься. Бдительность и превентивные меры – вот, на наш взгляд, рецепт благополучия в нынешней ситуации. Уверен, что эпидемиологическая обстановка рано или поздно и в России, и в Абхазии наладится, и все мы вернемся к привычной жизни. Пока Россия по-прежнему, естественно, готова прийти на помощь Абхазии в трудную минуту. В настоящее время наше правительство прорабатывает вопрос об оказании республике финансовой помощи в целях последовательного обеспечения ее социально-экономического развития. Алексей Двинянин уточнил, что в рамках инвестпрограммы на 2020-2022 годы на развитие Абхазии выделяется около 4,5 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на реализацию различных инфраструктурных проектов и другие социально значимые цели. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с руководителями профильных ведомств вопросы исполнения бюджета, выполнения планов налоговых поступлений, механизмы совершенствования налоговой системы, сообщает пресс-служба правительства. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия рассказал, что в бюджет республики в виде налоговых поступлений за май поступило 266 миллионов рублей. При плане за 5 месяцев 871 миллион рублей. Собрано 849 миллионов рублей. Таким образом, выполнение за 5 месяцев составляет 97%. Он добавил, что на 1 июня текущая задолженность сократилась до стандартных размеров, переходящих из месяца в месяц, и составила 102 миллиона рублей. Это значит, что так называемый налоговый резерв, созданный задолженностями за предыдущие периоды, сократился. И ждать перевыполнения плана за счет погашения задолженности, в том числе
феврале 2019 года в предстоящих месяцах не приходится. Участники совещания констатировали, что в связи с этим можно прогнозировать проблемы с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы. На встрече говорили и об эффективности налога на добавленную стоимость. Участники совещания подчеркнули, что при анализе эффективности НДС важно учитывать не только роль налогов в формировании бюджета страны, но и его роль в перераспределении финансовых ресурсов государства в поддержку бизнеса. По итогам совещания Александр Анкваб поручил провести детальный анализ работы налоговой системы в части уплаты НДС, фискальной эффективности налога на добавленную стоимость, рисков при формировании бюджета с учетом и без учета НДС. Александр Анкваб встретился с кавалером ордена Леона, председателем общественной организации «Адыга Хаса» в Абхазии Валерием Маримуковым, который рассказал о формате работы организации, на основных направлениях деятельности. Премьер-министр подчеркнул, что правительство готово оказывать поддержку и помощь «Адыга Хасы». «Адыга Хаса» в составе Международной черкесской ассоциации тесно взаимодействует с союзами добровольцев и союзами ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в республиках Северного Кавказа. В «Адыга Хаса» в Абхазии входят около 500 человек, в том числе репатрианты из разных стран. Сегодня гостем пресс-центра ГТРК был министр внутренних дел Дмитрий Дбар. Обсуждались такие вопросы, как проблемы наркомании, хранения и ношения огнестрельного оружия и раскрываемость уголовных дел. Репортаж Сари Кварцхелия. Один из главных вопросов пресс-конференции – проблема распространения и употребления наркотиков. На протяжении многих лет наркомания – одна из главных мировых проблем. Печальная тенденция имеет место и в Абхазии. Решение данной проблемы – первостепенная задача, отметил министр внутренних дел. Если нам будет оказана техническая поддержка, то я уверен, что мы спустим на самый минимальный уровень продажи наркотиков в Республике Абхазия. Как происходит сейчас в данный момент? Завозится крупная партия наркотических средств, и потом в виде закладок их раскладывают. Они пользуются только геолокацией, то есть чтобы показать, кто покупает человеку, где данный наркотик лежит. И мы не имеем нужного оснащения, чтобы пока, к сожалению, бороться с ними. У нас происходят задержания, но не те, которые бы нам хотелось. С открытием границы еще больше поток наркотиков увеличится. Журналисты не обошли и тему хранения и ношения огнестрельного оружия. В последнее время нередки случаи, когда несоблюдение предписанных требований приводит к трагическим последствиям. В этой связи Дмитрий Дбар сказал и о необходимости доработки законопроекта об обороте оружия. За 5 лет роздано 2267 разрешений на ношение оружия. Это катастрофа для нашей страны. Сейчас мы, когда нам попадаются люди, которые имеют даже разрешение на ношение, мы забираем оружие, проверяем его по учетам СГБ и МВД. Если он не имеет судимость, не имеет криминальный след, человек, в принципе, не виноват в том, что мы раздавали эти разрешения. Мы возвращаем ему только на хранение оружия и будем, последующие участковые будут проверять, как хранится данный вид оружия и в надлежащем ли виде. По статистике различных стран, уровень преступности во время карантина во многих из них значительно снизился. А как отметил в ходе пресс-конференции Дмитрий Дбар, в нашей стране за время введенных ограничительных мер случаи кражи и грабежей участились. Кражи у нас зафиксированы 9, раскрыто 4. Убийства с покушением на убийство у нас 2 было раскрыто 2. Похищение граждан не имело места. Тяжкие телесные повреждения 3 преступления, раскрыто 2. Разбойные нападения 2, раскрыто 1. Незаконное ношение, хранение огнестрельного оружия 16 случаев, раскрыто 13. Незаконный оборот наркотиков 11 случаев, раскрыто 11. Представители СМИ также интересовали подробности факта обстрела дома первого президента республики, имевшего место 29 мая 2020 года. Дмитрий Дбар сообщил, что причастные к этому инциденту задержаны. Это недопустимая вещь, то, что там происходило. Но и в то же время хочу сказать то, что дом первого президента должен быть музеем, а не для кого-то, чтобы там он мог скрываться. И мы, исходя из своей совести и большим уважением к первому президенту, не можем даже близко подойти туда. Вот это я говорю открыто. Это музей наш.
а не место, где должны скрываться преступники. В ходе пресс-конференции Дмитрий Дбар ответил на вопрос относительно условий содержания заключенных, рассказал о взаимодействии с правоохранительными органами и подробности резонансных задержаний. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Видеозапись пресс-конференции смотрите в нашей вечерней программе. А сейчас в нашей программе «Время оперативной сводки» Министерства внутренних дел. Сотрудники Министерства внутренних дел оперативным путем выявили и уничтожили плантацию по выращиванию наркосодержащих растений. Порядка 19 тысяч запрещенных к культивированию на территории Абхазии растений конопли и мака сотрудники милиции изъяли на приусадебном участке жителя Чемчирского района Эсшоу-Чамба. Растения, содержащие наркотический алкалоид и пригодные для изготовления наркотического средства маковая солома, экстракт маковой соломы и опий, а также растения конопли, которые могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического вещества марихуана, исследованы экспертами криминалистического центра МВД Абхазии. В жилище гражданина Чанба в селе Дзюбжа изъяты кустарные приспособления, сырье наркосодержащих растений и пластиковая тара с растворителем. Еще одно хозяйство по культивированию запрещенных растений обнаружили сотрудники Пицунского отдела милиции Управления внутренних дел по Гагарскому району. В лесном массиве рядом с Солдатским озером в городе Пицунда выращивал мак и коноплю Ардзенба Энрико Зиевич, который сам употреблял каннабиоиды и опиоиды, пребывая в наркотическом опьянении. Наркосодержащие растения, а также рассаду мака и конопли сотрудники милиции изъяли. Уже готовый набор для инъекции наркотического вещества обнаружили у жителя столицы сотрудники первого отдела Управления внутренних дел по городу Сухум. 3 медицинских шприца с наркотическим веществом экстракт маковой соломы общим объемом более 12 грамм гражданин Халепа Владимир Юрьевич хранил при себе в носимых вещах. Последний был задержан по улице Назадзе в городе Сухум. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 31 гражданина. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день по-прежнему составляет 36 человек. Из них 8 граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели и 1 пациент умер. Ежегодно 9 июня во всем мире отмечают Международный день архивов. Эта дата была учреждена Международным советом архивов в ноябре 2007 года. Во всем мире 9 июня переводятся просветительские мероприятия с целью пропаганды роли и значения архивов. Наша съемочная группа посетила Государственное архивное управление республики, чтобы не только поздравить архивариуса в Абхазии с профессиональным праздником, но и узнать, чем живет сегодня Государственный архив и какая работа здесь ведется. Смотрите репортаж Гугуцы Вардания. Говорят, что рукописи не горят, но для сохранения документов исторического значения необходима особая работа, определенные условия хранения и точность. Велики роль и значение архивов в жизни каждого государства. Эти аккуратно сложенные папки с документами хранят в себе многие факты из истории нашей страны. Здесь, в Государственном архивном управлении республики, на сегодняшний день хранятся около 100 тысяч документов. Среди них сведения экономической, политической и культурной жизни страны. Среди самых уникальных документов страховой фонд, который по счастливой случайности сохранился в 2 церквях, находившихся рядом со зданием архивного управления. По страховым фондам здесь подразумеваются документы, которые были оцифрованы от материалов сгоревшего архива. По словам специалистов, наличие этих пленок позволит восстановить данные о некоторых сведениях, сожженных в период войны. Кроме того, в архивном управлении республики хранятся ценные бумаги, которым более 100 лет. В основном это книги, которые велись в приходах Абхазии. В XIX веке все метрические данные записывались в церквях, так как не было отдельного архива ЗАГСа. В этих документах содержатся ценные сведения о родословных многих абхазских фамилий. Сейчас то, что вы видите в моих руках, это вот книжка, метрическая книга, которая велась в Гудаутской Покровской церкви. Вот она 1890 года. Да, здесь то есть все данные о том, кто родился, когда родился, да, кто крестил его, когда этот человек сюда переехал жить, к примеру, да, если он был переселенец.
вся полная информация. Общеизвестный факт, что во время Отечественной войны народа Абхазии сгорела большая часть архива. За прошедшие 27 лет специалисты архивного управления пытаются восстановить потерянные исторические документы. Организации работают, происходит накопление документов, они, конечно же, поступают к нам. А помимо этого есть целая плеяда ученых наших, знаменитых писателей, поэтов и так далее, которые тоже, в принципе, потихонечку начинают сдавать свои документы, свои личные архивы на хранение сюда к нам. Кстати, вот здесь вот в хранилище можете, кстати, увидеть вот эти вот диски. В них лежат пленки, которые нам передал один из ведущих историков Абхазии, Руслан Гожба. Здесь его личные материалы. Они на пленочках, вот немного в качестве их немножечко желают быть лучше, но они будут в ближайшее время оцифрованы. И уже, в принципе, с его согласия могут быть даже представлены широкой публике. До войны в Государственном архивном управлении было около 1 миллиона единиц хранения. Так как Абхазия тогда была автономной республикой, оригиналы и дубликаты многих документов хранились и в архивах Грузии. Недавно в процессе женевских дискуссий правительством республики был поднят вопрос о возможности их передачи нашей стране. Благодаря переговорам в этом деле удалось добиться результатов. Передали, кстати, нам сюда на хранение довольно-таки немалый пласт документов в оцифрованном виде. Это документы касаемо Абхазии, хранившиеся на территории Грузии. Исторические документы очень интересные. Кроме того, в процессе женевских дискуссий при финансовой поддержке Евросоюза была организована работа по обучению специалистов архивного управления Абхазии. Так, несколько сотрудников прошли 2-недельную стажировку по реставрации документов в Праге. Сейчас они приступят к работе по восстановлению метрических книжек конца 19 и начала 20 веков. Процесс реставрации – сложная и кропотливая работа. Сначала документ аккуратно очищают в дезинфекционной камере, а если бумага порвана, ее склеивают. Данные заносятся в компьютер. Все это относится к процессу оцифровки. Вот. И вставляем так, и дальше вот такой же процесс. В Государственном архивном управлении также есть читальный зал. Здесь с уникальными документами может ознакомиться любой желающий. Кабинет также оснащен 2 компьютерами с доступом к оцифрованным данным. Нужный документ можно даже распечатать. На сегодняшний день в архивном управлении республики около 20 сотрудников. Однако наблюдается острая нехватка специалистов, особенно в области информационных технологий. Гугу Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода. Температура воздуха ночью 16-21, днем 26-31 градус, температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.